Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня – запрет на украинскую символику в Крыму в действии. Вашингтон и Берлин приоткрыли завесу над тайнами военной разведки. И английский фермер в России заявляет, что готов воевать против НАТО. Начинаем с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. 40 часов исправительных работ получили украинские активисты, задержанные на праздновании дня рождения писателя Тараса Шевченко в Крыму. Им предъявлено обвинение в использовании украинской символики, которую суд посчитал экстремистской. Нашему корреспонденту Александру Касаткину удалось пообщаться с задержанными и узнать продолжение истории. Задержание польской съемочной группы и разъяснительная беседа в Центре противодействия экстремизму. Симферопольские силовики провели спецоперацию по предотвращению интервью проукраинских активистов польскому телевидению. Показывали какие-то удостоверения, что они там какая-то самооборона, что они могут задерживать. Я с ними, конечно, поспорился сильно, потому что я работаю в России, даже если считать, что Крым это Российская Федерация, да, даже если считать по их меркам, я работаю в Российской Федерации законно, у меня есть карточка, аккредитация МИДовская, и никто не может меня задерживать, кроме полиции. Ну и сразу они позвонили полиции, полиция очень быстро приехала за несколько минут. Школьный учитель истории Леонид Кузьмин решил провести небольшую акцию в честь дня рождения писателя Тараса Шевченко. В результате за использование украинской символики решением суда он и еще двое участников акции получили по 40 часов исправительных работ, а Леонида уволили с работы. Это и было темой запланированного интервью. Решение суда, суд сослался на закон об экстремистской символике на массовых мероприятиях, то есть тем самым они признали украинский флаг в Крыму экстремистской символикой. Люди пришли не только вот задержанные с украинской символикой и с флагами. Очень много людей было в футболках с гербом Украины, с лентами на одежде. То есть большинство, кто пришел, они были в экстремистской одежде. В акции памяти Тараса Шевченко в Симферополе приняли участие около 50 человек. Я прийшла спеціально почути хоч українське одне слово. І хоч би від кого-небудь мені почути, хоч чи нас скоро звільнять із окупації. Я так за Україною жалію. Я її так люблю. Российский корреспондент польского канала Polsat News заметил, что люди, не согласные с официальной позицией нынешних властей, боятся. Если камера где-то в другую сторону смотрит, они тогда разговаривают, говорят как есть, а на камеру они просто боятся. Чтобы не создавать себе конфликтов с другими согражданами, они просто делают вид, что их это не касается, или поддерживают общую точку зрения, то есть не стараются выражаться на какую-то тему, а выражаются только в определенном кругу, который знает, что это все совладеют с такими же мнениями. Кухонные разговоры в полголоса хорошо знакомы людям, которые помнят советское время. После присоединения Крыма к России даже молодые крымчане узнали, что выражать свое мнение открыто стало небезопасно. Александр Касаткин, «Настоящее время». Для кого аннексия, а для кого воссоединение? Крымская неделя в России стартовала с праздничного концерта, на котором спел даже Владимир Путин. Ну а крымские чиновники, как положено, принимают активное участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине так называемой «русской весны». Затем, как все идет по плану, наблюдал наш московский корреспондент Андрей Королев. Вот на этом мосту в самом центре Москвы был убит оппозиционный политик Борис Немцов. Прошло всего 20 дней, и столичные власти с одобрения Кремля устроили здесь пляски под аккомпанемент звезд эстрады. Ну а кто-то в годовщине аннексии Крыма нашел очередной повод. Справедливости ради все же стоит отметить, что митинг-концерт по разным оценкам собрал более сотни тысяч человек, преимущественно представителей прокремлевских общественных организаций, партий и движений. Правда, не все уместились на Васильевском спуске, кое-кому пришлось праздновать на подходах к месту события. Главной интригой, впрочем, стало не само мероприятие, а ожидание появления на трибуне Владимира Путина, до этого почти 2 недели не появлявшегося на публике. И президент не подвел, придя под стены Кремля через пару часов после начала мероприятия. Произнес краткий спич во славу Крыма и спел российский гимн.
Москва слушала Путина стоя в нескончаемых автомобильных пробках. Почти полдня Яндекс давал рекордные 10 баллов. Тем временем официальные лица Крыма эти дни посвящают отнюдь не рутинным проблемам полуострова, а торжественным приемам в столичных кругах. А мы сегодня выполняем задачу, которая называется «Миссия невыполнима». Ну так, если по-хорошему взять. Но тем не менее, то есть мы считаем, что мы ее так или иначе закончим. Конечно, Сергей Аксенов, сегодня пребывающий в праздничной эйфории, вряд ли задумывается о собственной политической перспективе. Как не думают об этом тысячи москвичей, пришедшие потанцевать на месте гибели Бориса Немцова. Толпа, устраивающая зрелище, пусть даже и на крови, редко задумывается о хлебе. Мы пошли по тому пути, по которому, очень печально делать такие аналогии, сравнения, ровно по тому пути, по которому когда-то пошла гитлеровская Германия. Опыт исторический показывает, что платить-то придется ровно вот тем людям, которые здесь сегодня собрались. Андрей Королев, «Настоящее время», Москва. На том же праздничном концерте выступали не только звезды эстрады, но и представители политической элиты России. Некоторых высказываний я и обсудила с обозревателем «Радио Свободы» Михаилом Соколовым. Один Владимир нашу Русь крестил, а второй вернул ей колыбель крещения. Я воспринимаю сегодня этот день как вторичное крещение Руси. Мне кажется, вообще не стоит зацикливаться на столь интересных персонажах, которые возникают из глубины какой-то вот эпохи КГБ, неожиданно во главе байкерских движений, а потом оказываются владельцами земли где-то там в Мневниках. Странные персонажи. А вот сегодня Никита Михалков на одном круглом столе что-то вдруг как Антихриста вспоминал. Ну, это клоуны, которые выходят на телеэкран, которые успешно выступают на разных каналах и выполняют одно и то же задание правящей партии. Если мы будем ориентироваться на них, ей-богу, мы не поймем, что происходит в России. Ну вот, мне кажется, то, что происходит в России, объяснил сам Владимир Путин. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Ну и более того, Россия не просто создает эти трудности, она заставляет собственных граждан верить в то, что эти трудности неизбежны, что существует враждебное окружение, люди готовы пожертвовать своим благосостоянием, которое они приобрели за времена нефтегазового бума, в обмен на вот эти вот призрачные орлы империи, да, которые должны быть водружены сегодня в Крыму, завтра еще где-то в Донбассе, а послезавтра, глядишь, и Царьград, дорога туда откроется. В конце концов, аппетит приходит во время вот этой патриотической истерики. На мосту вчера люди кричали «Даешь Варшаву». Мы и крымчане, они хотели. Это не просто какая-то территория. Это прекрасный полуостров. Они 23 года были под оккупацией. Над ними издевались. Мешали говорить по-русски. Мешали смотреть русские фильмы. Слушать русскую музыку. Заставляли изучать чужой язык. Другой язык. В принципе, то же самое может быть сказано о той же самой Варшаве. Ну, может быть сказано о Нарве, может быть сказано о русскоязычных районах Латвии, то есть то, что поближе, а может быть о Белоруссии. Направление вот таких аншлюсов может выбираться и на Западе, а может быть на Востоке. В конце концов, режим господина Назарбаева тоже не вечен, а публику в России надо стимулировать новыми победами. Побед экономических не предвидится. Подобные мероприятия – это часть механизма пропагандистской машины Кремля. Несколько дней назад в гостях у «Настоящего времени» побывал журналист Александр Орлов, долгое время проработавший на российских федеральных каналах. Он один из тех, кто, как говорится, знает эту кухню изнутри. В чем секрет успеха популярности российских СМИ? Вот, которые смотрят, верят и говорят, думают, что говорят правду. Показывает качественная история лжи. Там вот эта история известная со Славянском, да, что вот Россия, ну, хорошо, что как бы ее
отчасти разоблачили с этим вот распятым мальчиком. Да, вот с распятым мальчиком, это такая знаковая история. Все говорят про этого распятого мальчика. Да, представляете, вот в эфире российского телеканала на голубом глазу женщина говорит, я видела. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибывал, 2 держали. Человек, который смотрит, он у него уже нет возможности выскочить из этого, потому что это везде параллельно это идет. Там, одновременно. В данном случае там был Первый канал. Если бы вот не было такого вот перебора с этим распятием. Ребенок истекает кровью, крики, вызовы. И что так взяли, вот туда надрезы сделали. Они перебрали немножко, да, то есть и библейские истории все в кучу. Опять же, да, что здесь? Мы имеем историю иродов, сакральные вещи, глубокие, сюда вброшенные, втянутые. И человек, у которого нет выхода, который сидит в этих шторках, что ему остается делать? Мальчика распяли, мать возили. Конечно, любой нормальный человек, он просто вскипает. Да. Вскипает. Слушайте, это манипуляция миллионами людей. Да, это манипуляция миллионами людей, совершенно верно. В Украине правительство пытается проводить экономические реформы. Наши коллеги в Вашингтоне поговорили с человеком, который непосредственно отвечает за их успех. Наташа. Да, Шахид, спасибо. О трудностях, с которыми приходится сталкиваться украинским властям в процессе проведения необходимых экономических реформ, рассказала в интервью «Настоящему времени» Наталья Ересько. Уроженка США в декабре прошлого года Ересько была назначена министром финансов Украины и получила украинское гражданство. Это главная проблема для общества и главная проблема для нынешних властей. Премьер-министр, президент, парламент – все не готовы бороться с коррупцией. Бороться с ней нужно на 2 уровнях. Во-первых, на макроуровне, то есть на уровне лидеров государства. Например, ликвидировать посредников в энергетическом секторе. Раньше между «Нафтогазом» и поставщиками сырья, например, «Газпромом», всегда были некие посредники, которые в итоге прикарманивали сотни миллионов долларов. Больше их не существует. В системе «Нафтогаза» мы покупаем напрямую у европейских партнеров и у «Газпрома» без каких-либо посредников. Вот вам один реальный факт борьбы с коррупцией за 2014 год. Несмотря на все сложности, международные организации, оказывающие Киеву финансовую помощь, оценивают динамику реформ в Украине позитивно. Об этом сказал нам представитель руководства Международного валютного фонда Дэвид Липтон. У нас очень хорошие отношения с украинским правительством. После 2 десятилетий, в течение которых стратегия, которая была нужна Украине, не соблюдалась, нынешние власти, как сказал украинский премьер-министр, намерены за 23 месяца провести те реформы, которые требовалось провести за 23 года. И надо сказать, что то, какие усилия они прилагают, впечатляет. Правительство Украины ничего не скрывает и держит нас в курсе того, что происходит. Они вносят предложения по улучшению ситуации в стране, выполняют взятые на себя обязательства, так что нам остается их только поддерживать. Уже несколько дней Россия проводит военные учения от Дальнего Востока до Ставрополя. Сегодня учения с боевой стрельбой прошли в Южной Осетии. Министерство обороны России объясняет это необходимостью проверки боеготовности в условиях новых угроз безопасности. Напомним, что накануне Владимир Путин и лидер мало кем признанной Южной Осетии Леонид Тибилов подписали договор о сотрудничестве и интеграции. Документ предусматривает, в частности, формирование единого пространства обороны и безопасности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал это нарушением международного права. США напомнили, что Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. О реакции Тбилиси наш корреспондент в Грузии Нестан Черквяни. И примечательно то, что 4 месяца назад договор схожего характера был подписан между Сухумом и Цхинвали. В Тбилиси в обеих случаях очень негативная реакция, потому что Грузия, так же как и все страны мира, за исключением Никарагуа, Венесуэлы, России и Науру, считают территории грузинскими территориями, оккупированными Россией. И как МИД Грузии, так и все политики заявили, что это шаг в направлении аннексии территории Грузии. Уже давно нет ожидания того, что что-то изменится.
в отношениях с Россией, хотя вот надо сказать, что в 2012 году была надежда, что вот с приходом новой власти было очень много обещаний, все урегулируется, все будет лучше. Единственное, наверное, сейчас все-таки нет ожидания того, что начнется новая война, тогда как раньше все-таки этого боялись. Но дело в том, что есть определенные силы в Грузии, которые говорят, что значит, проблемы могут быть из-за НАТО. В сентябре планируется открытие тренировочного центра НАТО в Грузии. И есть определенные силы в грузинской политике, которые говорят, что реакция России будет очень плохой. Россия делала какие-то определенные заявления в этой связи, что она против этого центра. И что, в общем, Грузии надо прощаться с НАТО для того, чтобы не было бы дальнейшей эскалации ситуации. Переходим к экономике. Компания General Motors закрывает свой завод в России и прекращает продажи некоторых продуктов на российском рынке. В сообщении президента компании Дэна Эммона говорится, что это решение продиктовано необходимостью, цитата, «избежать существенного вложения в рынок, перед которым в долгосрочной перспективе стоят серьезные вызовы». Конец цитаты. Этот шаг является ответом на давление регулирующих структур, экономическую неопределенность и негативные прогнозы автомобильных продаж в России на фоне ослабления экономики и падения рубля. Завод компании в Санкт-Петербурге, который работал на производство моделей Chevrolet Captiva и Opel Antara, прекратит работу в середине года. Об уходе из России заявил также южнокорейский автоконцерн SsangYong. Другая тема. В Бостоне сегодня 10-й день слушаний по делу о взрывах на марафоне. Обвинение пытается доказать, что подсудимый Джохар Царнаев сыграл активную роль в их подготовке и осуществлении, а также в последовавшем убийстве полицейского, вооруженном угоне автомобиля и столкновении с полицией в пригороде Бостона Уотертауне. Наш корреспондент Фатима Атлисова на связи с нами из Бостона. Добрый день, Фатима. Здравствуй, Наташа. На какой стадии находится суд? За эти 3 недели перед присяжными выступили 69 свидетелей обвинения. Однако еще рано говорить о том, что обвинение закончило представлять свои доказательства и аргументы, способные убедить присяжных в том, что Джохар Царнаев, безусловно, виновен во всех предъявленных ему обвинениях по всем эпизодам. На этой неделе все началось с большого сюрприза, когда в понедельник все присяжные и судья, и обе стороны вместе с Джохаром Царнаевым отправились в место, которое держится в секрете, где находится эта самая яхта. И 2 журналиста, которые находились там, впоследствии рассказали, что по их описанию присяжных просто шокировало количество пулевых отверстий в яхте. Это было, они насчитали около 110. Кроме того, в зал суда принесли и продемонстрировали присяжным саму деревянную панель. Это 2 панели, которые были внутри яхты, и на них Джохар Царнаев написал запись, нацарапал запись, которую, по мнению обвинения, считается признанием и мотивацией его участия в преступлении. Кроме этого, на этой неделе во вторник и частично в понедельник перед присяжными выступили полицейские пригорода Бостона Уотертауна, где происходила перестрелка с братьями и где погиб старший из братьев Тамерлан Царнаев. 6 из свидетелей показали, что видели, как Джохар Царнаев на угнанном Мерседесе переехал брата, и они впоследствии заявили, что это стало причиной его гибели. Кроме того, один из полицейских заявил, что 4 раза в упор стрелял в Тамерлана, когда тот шел на него с пистолетом в руке и стрелял в него. Во вторник открылась еще одна сторона жизни подсудимого. Выступил неожиданный свидетель, бывший друг Стефан Сильва, который также обвиняется, находится в заключении, обвиняется в незаконном хранении оружия, вооруженном грабеже, торговле наркотиками. Показания Сильвы заняли большую часть вторника. Из них Джохар Царнаев стал тинейджером, любителем и торговцем марихуаны,
Он также описал его как любителя вечеринок, экстремального спорта, любимца друзей и девушек. Он рассказал, как дал на хранение на время Джохару Царнаеву свой незарегистрированный, нелегальный пистолет, но не смог вернуть его обратно. На вопрос защиты о Тамерлане Царнаеве Сильва ответил, что никогда не видел и не общался с ним, но знает из слов Джохара, что Джохар боялся старшего брата. Именно те показания, которые хотела от него добиться защита, которая строит свою линию на стратегии о том, что Джохар Царнаев на время совершения преступления 19-летний подросток находился под сильным влиянием старшего брата. Они не отрицают участие Джохара Царнаева в преступлениях, но они аргументируют по поводу его мотивов и его роли. В среду обвинение представило экспертов полиции и ФБР по нахождению и обезвреживанию бомб. Сегодня мы в суде продолжили сегодня с утра смотреть фрагменты бомб, и также нам продемонстрировали сами эти бомбы из кастрюль скороварок, обезвреженные, конечно. Каждый фрагмент этой бомбы найденный на улице Лорел, в том числе целый кусок, огромный кусок, часть бомбы скороварки была обнаружена в задней пассажирской двери Хонды, которая принадлежала братьям Царнаевым. Ее также принесли и продемонстрировали в суде. Спасибо, Фатима. Мы продолжим следить за судом в Бостоне. На связи оттуда с нами была наш корреспондент Фатима Атлисова. Спасибо, Фатима. Широкую публику, возможно, удивит такой исторический факт. Сближение американской разведки с немецкими офицерами, занимавшими высокие должности в спецслужбах Вермахта, началось сразу после капитуляции Германии в 1945 году. Нынешние власти США и Германии приоткрыли завесу тайны над временами, когда коммунистическая угроза заставила западные державы забыть недавнюю вражду. Подробности в репортаже Вадима Оленичева. Рейнхард Гелен, генерал-майор разведки гитлеровской армии, в мае 1945 года сдался в плен американцам. Опыт работы и секретные нацистские документы, которые Гелен спрятал в Альпах, стали для генерала пропуском в американские спецслужбы. 2 года спустя ему и было поручено создание в баварском городе Пуллах при содействии ЦРУ организации, названной по его имени – Организация Гелена или Гелен-Орг. Поначалу в организации числились 150 работников, в основном бывших армейских офицеров. Ее офис располагался на вилле, в свое время принадлежавшей ближайшему соратнику Адольфа Гитлера Мартину Борману. Сейчас в Германии наблюдается растущий интерес к истории страны и, в частности, разведслужб. Большинство государственных органов воспользовалось услугами независимых исторических комиссий для того, чтобы лучше узнать свое прошлое и открыть для публики архивы, которые раньше были недоступны. Как пояснил доктор Хегельхаммер, жили и работали в обстановке полной секретности. По этой же причине комплекс в Пулахе существовал абсолютно автономно. Там были детский сад, школа и лазарет с медицинским персоналом. Его жители были рады оказаться затворниками и даже прозвали свое новое место обитания «Парадис», то есть рай. В их распоряжении были коттеджи с отоплением и горячей водой, неслыханная роскошь в условиях послевоенной разрухи, а также ежедневные продуктовые пайки из США. По заключению экспертов, после раскола Германии в 1949 году Гелен-Орг была, цитата, «единственными глазами и ушами ЦРУ в странах Восточного блока». Оборудование и снаряжение для ее агентов по-прежнему поставлялось из Соединенных Штатов. Постоянно приезжавшие в Пулах американские инструкторы не только проводили с немцами рабочие консультации, но и вместе ходили на охоту и катались на лыжах. В 1956 году Гелен-Орг была реорганизована и получила название БНД – Федеральная разведывательная служба. Такое тесное сотрудничество спецслужб США и Германии сразу после окончания войны объясняется следующим. Переход Восточной Германии в советский блок наглядно показал, что коммунистическая угроза странам Запада гораздо опаснее, чем послевоенные разногласия двух бывших противников. Этот период положил начало многолетнему, но тайному сотрудничеству Берлина и Вашингтона. Из него и выросли те особые отношения двух стран, которые теперь являются основой НАТО и многих других альянсов. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Военно-политическую тему, но уже в связи с вызовами настоящего времени, продолжат коллеги в Праге. Шахида. Спасибо, Наташа. Сейм Литвы в порядке особой срочности принял законопроект о возвращении призыва в армию.
Министр обороны Йоузес Олекас, выступая в парламенте, заявил, что это решение связано с изменением геополитической ситуации, в первую очередь с событиями в Украине. Напомню, что обязательная военная служба в Литве была отменена в 2008 году. Проект закона был поддержан практически единогласно. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 19 до 26 лет. Первый призыв начнется уже в сентябре, а срок службы составит 9 месяцев. Герой нашего следующего репортажа готов воевать с армией НАТО, если возникнет такая необходимость. Английский бизнесмен Джон Кописки больше 10 лет управляет фермой во Владимирской области. Некогда успешный угольный трейдер все это время балансирует на грани банкротства. Но последним, кому он откажет доверие, будет Владимир Путин. В гостях у англичанина Джона побывал наш корреспондент Александр Кулыгин. Бюст Ленина, профиль Сталина, 3500 голов крупного рогатого скота. Хозяйство Джона Максвелла Кописки в идеальном порядке. У него рекордное надои молока, отличное мраморное мясо, сыр, за которым гоняются столичные гурманы. Вот это уже весна, смотри, птицы прилетают. Джон уже устал отвечать на вопрос заезжих хипстеров, как его, преуспевающего угольного трейдера, занесло с берегов Туманного Альбиона на берега Клязьмы. Россия давно стала для него домом, а сам он считает себя твердым русским патриотом. После 23 года сейчас у меня сейчас какой же стандартный ответ. Почему вы не хотите жить в России? Джону нравится в России все. Земля, небо, птицы, Путин. Имя президента он отчетливо артикулирует, сравнивает его с сэром Уинстоном Черчиллем и констатирует, что сильный лидер актуальнее слабой демократии. По-моему, для России сегодня нам нужно Владимир Владимирович. Он как Черчилль, как Англия был несколько лет назад, 70-75 лет назад. Мы, как русский народ, мы не готовы сейчас за полной демократии сейчас. Это процесс медленно. Советская символика в конторке у Джона не просто дань туристическому бизнесу, который он развивает параллельно крестьянскому хозяйству. Джон и его русская жена Нина, подарившая ему 5 детей, чтят этот период российской истории без всяких оговорок. Это наш красный уголок. Это памятник. Самый любимый герой Нины Валерьевны, супруги, это Сталин. Все бы ничего, но сколько лет Джон занимается сельским хозяйством, столько он спасает свой бизнес от разорения. Почти 10 миллионов собственных долларов он потратил, чтобы развернуть производство. Но теперь надо развиваться, нужны кредиты. А кредиты в России дорогие и короткие. У нас очень высокая себестоимость. Европа сейчас, они получают кредит сейчас на 0,5, 1%. А мы должны платить 16. Впрочем, все эти проблемы Джону компенсируют духоподъемное настроение, которое, как он считает, овладели обществом в ответ на попытки внешнеполитической изоляции России. Джону нравится, что люди снова стали гордиться страной, которая и ему теперь родина. Я русский, я дома здесь. Если завтра мы должны быть на фронт против НАТО, я первый там будет. Александр Кулыгин, Владимирская область, настоящее время. Наш выпуск продолжит коллеги в Вашингтоне. Наташа. Да, у нас немного политической и светской хроники. В Вашингтоне с визитом находится наследник британского престола, принц Уэльский Чарльз и его супруга Камила, герцогиня Корнуольская. Вчера они побывали у монументов Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга-младшего. Пару сопровождали представители американского движения за гражданские права Джесси Джексон и конгрессмен Джон Льюис. Принц Чарльз также выступил на конференции по проблемам окружающей среды. Сегодня его в Белом доме принимает президент Обама. Вообще, надо заметить, что несмотря на такие сложные отношения британской короны и нового света в XVIII веке, сегодня американцы очень любят следить за жизнью королевской семьи. На этом наша программа подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания, Шахид. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире национальных телеканалов. Настоящее время наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.